Короче, меня позвонила Регина Юлякшина, уфалайрывата екен. Сесін кератин іштетірге келген. Прикиньте, қазанда кератин іштемейдер. Насар іштедер. Қойбап. Шуға Уфаға келіп өткен. Кератин іштетірге. Машина хытырана, қарағыз әлі. Қып-қыдылғыны тоже за рулем ерейді. Казанский номердар, блин. А большинство-то времени проводит в Уфе, она. Казанский номердар алған болған. Казандан квартира алған болды. А все свободное время в основном проводят в Уфе бетінде. Даже кератин сесіне эшлете Уфалық. Біздің мастерлар хеве трек эшлейді. Я что пришла, дорогие друзья, к Регине Юлякшиной, потому что у нее очень кардинальные изменения в жизни. Новости очень крутые. Не успела замуж выйти и уже развелась. Только ради этого я приперлась сюда. Представляете, ради этих новостей я сюда пришла. Только я не знаю, откуда заходить, интересно, здесь. Так, и куда нажимать? Никто не откроет, блин. На все кнопки нажимаю, ни хрена никто не открывает. Ёптраялная. Ах, вот где собираются разведенные женщины города Уфы. Все здесь. Здравствуйте, девочки. Ну что, мы сегодня будем бухтарды или как? Боже, чего? Это мои истории. Это мои. У меня давно камера стояла вообще-то. Ваши мигигаем сразу сторис тишина останавливали, бля. Ну не ходи буяна утра уже. Поняли? Вообще буяна утра уже был. Надо, у вас красивый вы. Был, короче, айгушы өлгірмеген уже на свидание жүріп атап. Представляете мы? Уже на свидание кетіп бара. Буяна утра, сесін іштеткен. Матурланған. Конечно, конечно. Куда намылилась? С тобой куда мы пойдем? Мен только кофе сергенде. Артықты мына үз пончик алып келдім. Жирный. Чтобы химерген. Удемештенем. Варенье. Тоже собственного производства. Прям с едой к нам пришла. А ты? Я всегда с едой хожу. Я всегда с собой беру пончики. Не, мы вас не снимаем, девушка, не бойтесь. Все, без булдык? В смысле булдык? Мен думала, бұнда мужиктары сенебет. Уже булдык, что ли? Офигеть. Блин, не успели, достар, не успели. Мужиктары сенерге от души. А так хотелось прямо. Мечтали прямо. Мен әдіркілі хуңданым. Чё Казанда іштетмейхім? Нурия, әйт Казанда іштетхім. Бұл предатель. Даже казанский номерлер алған машинасына, представляешь? Уйди күні-түні Уфала юрий. Регина, поделишься, почему любовь морковь превратилась в тухлую тыкву? Альберт говорил, достар. Альберт говорил, сразу сказал. Он сказал, мне этот парень не нравится тебе. Вот увидишь ты не. Он Регину обидит, они вместе не будут тебе. Она еще увидит его настоящее лицо. Он прям так мне и сказал. За меня переживал, да? Да, куредесе. Ванга. Альберт мой друг. Да не друг он ей. Да. Они собутыльники просто. Так, давай, менгинин артындан, яма. Блин, может я за тобой лучше? Нет, мен тоже Юрий Бульмейм Уфала. У меня вон там значок этот, восклицательный знак. А меня юг, Альберт Куйман, так что менгинин артындан. Все, мы, короче, поехали в ресторан. Немакелю Ханни шикелі. Ханеймы, короче, там будем обсирать мужиков. К нам еще подъедет Нурия. Вообще трэш истории будут. Аллаға да кетті Регина мен күтмейнің баша. Блин, я все-таки так люблю сплетни, достар, что аш этот үйдегі іштерімді қуалдырып, блин, Регинаның артынан еріп. Лишь бы она мне рассказала, что там у нее случилось с этим мужиком. Ей молодой человек ее сделал предложение, подарил кольцо, и у них типа помолвки было. А сейчас я узнаю новости, Янгбаша, что они разбежались. Они же вдвоем переехали в Казань. Что случилось, не знаю. Сейчас, короче, узнаем вместе, потому что я тоже не знаю, ничего не знаю. Я только рилс увидела, так сразу же ей позвонила. Все-таки женщины любят, да, эти, как там, сплетни. Регина, давай я тебе подарки сразу передам, мы же ради твоих подарков встретились. Оказывается, моя подписчица передала мне подарки. Мне через Регину очень много подарков передают казанские подписчики. Прикиньте, на концерте ее встречают у Элвина Грея. Кто не в курсе, это сестра Элвина Грея, родная. Вот. И передают подарки. Рахмет. Зур рахмет. Очень приятно. И Регина такая говорит, мы же ради твоих подарков встретились. Я говорю, ни хрена. Мы встретились ради интервью. Мы хотим знать. И все женщины Республики Башкортостан хотят знать, что же случилось. Потому что была такая пышная помолвка, романтика, убышилдар, косаклашилдар. И что-то случилось. Мы хотим знать, что случилось. Скоро узнаем, скоро. Сейчас пока подарки. Да, вот, короче, вот это вот, все тебе передали. Это фартук вроде бы. А, нифига себе, подсолнухи. И корали, платкасынка головар. А, и сумка тут тоже. И сумка шопер. Сумки твои со мной катаются с апреля месяца. Устафирула, Я представляешь?
передать Эй, тебе это всё. рахмат, рахмат. Рахмат, эрам. Бүләктәрегезне алдым. Һезгә лә исәнлек, һаулык, озын гомер теләйм. Блин, А круто. знаешь, что она мне подарила? Что тебе подарила? Тостер. Тост? Ай, тостер тоже. Нифига себе! Эра! А, грильница. Эра! Вы что там? Это нечестно вообще-то. Значит, ей тостер, а меня этот аяпкасманан сумка, что ли? Офигеть, офигеть. Ну, это вообще-то обидно вообще-то. Как так вот? Не, на самом деле это я случайно в старе сказала, что, блин, я тоже хочу такую штуку, и она взяла и подарила. Обалдеть! Я тоже хочу такую штуку. Эра. Еще одна попрошайка. Да, я же главная попрошайка Республики Башкортостан. Рахмат. Уфалла. Хадр был сумкамнан на ресторанга инават инде. Эй, Аллах. Короче, мне надо меню изучать там этой. И банда очень много блюд из конины. И банда не метила болгам. Лошадь для башкира – это друг и транспорт и еда. Вся суть башкир. Достарын ашайдар. Инде өстеріне мініп йөрөйдер, шунан ашайдар. Уф, Аллахайым. Хаттар, неше бала алып қойырған деп. Регинаға айтам, конина ал. Регина айтады, нет, конина это наш друг ты. Мен айтам, у тебя казанские номера, казанские квартиры, Казанда яшайсың. Мен айтам, так что рахаттанып конина аша. Жеттік бе? Котлет. Котлет? Котлет аша. Я люблю котлетки. Ресторанға келіп кетіп аша отырмайын. А нендей котлет бар? Нендей котлет бар? Башқұртша котлет была. Из говядины есть и из индейки, есть, я не знаю. А с чем он идет? Из говядины с пюре. Мен ото көзім көрмей аш келгенде. Еще оғақ етіп жатқандар мұнда вообще бір нөмі көрінмей менің үстім все мутно. Блин, ну давай расскажи, что там у вас случилось, я Паша. Ну хотя бы в общих чертах, блин. О, блин, он же блогер, ёпрасота. Тебе же надо понимать, охваты расти надо, блин. Я не люблю про людей говорить что-то там. Ну не надо говорить говно. Не, как есть расскажи. Правду же можно рассказать, не надо. Ты сама прекрасно знаешь, что после моего интервью все нормально бывает. Никакого хейта, все хорошо проходит. А что, нет, что ли? Ты гивахатажана, мен төшергенде хин куркывыренің котоңысып. А как хорошо прошло, столько поддержки было. Бір үздіртеуге, может, бұқтағандыра қалғандары, ты все поддержали, на твоей стороне было. Ты даешь интервью самому, мақтанайым, крупному блогеру Республики Башкортостан. Самому главному сплетнику Республики Башкортостан. Давай, раскрывай правду. Итак, дорогие друзья, снова с вами Регина Юльякшина. И передача «Башкирские домохозяйки. Голая правда». Нет, это не голая правда, мы находимся в ресторане. Коротенькое интервью возьмем у Регины. Все знают, что у Регины был бурный роман с местным башкирским парнем. Молодым, очень симпатичным, красивым, такой подкачанным, такой, достаточно очень красивый мужчина был. Он ей скружил голову до такой степени, что Регина согласилась выйти за него замуж через месяц. Он сделал ей предложение через месяц, подарил ей кольцо с бриллиантом и И буквально недавно я, значит, натыкаюсь на рилс, где Регина признается, что у них все, отношения закончились. Кстати, я забыла еще сказать, друзья, что они потом через месяц, Регина приняла его предложение, и они умотали в Казань. Он переехал жить к ней в Казань. Так что же случилось? Что за фигня? Что за фигня? Я сама не сказала, что за фигня. Я помню твои слова, ты сказала, нужно пробовать жить там, да. Вот я решила попробовать пожить для начала для себя. Вот, и поняла, что у нас цели, наверное, разные были, скорее всего, с ним. Я все равно думаю, там, в будущем, там, например, это взять, к чему-то иду, стремлюсь по поводу работы тоже, там, да. А у него немножко... Ты растешь, ты хочешь развиваться. Да, я хочу развиваться, а у него немножко по-другому. Он, короче, не хочет ни расти, ни развиваться. Нет, он хочет, почему? Он хотел это все. Плюс к этому, наверное, сильная ревность была. Кстати, ревность изначально присутствовала, потому что я помню, даже Регина жаловалась, говорила, что он ревнивый. В начале отношений уже очень сильно ревновал. Регина ездит по гастролям со своим братом Элвином Греем. И, конечно же, ему не понравилось этому мужчине. Я вообще потом перестала же ездить по гастролям. Я сейчас дома там тоже работаю. Практически я никуда не ездила, когда мы вместе с ним жили. А вот он переехал в Казань, где он работал? Изначально так же, где и здесь, а потом, там помогал Радику, то есть, да. Ты его устроила все-таки в брата? Нет, я не устраивала. Но все-таки брат помог ему на работу взял. Ну, скажи правду.
Скажи да. Я не хочу говорить. Ну ты уже сказала. Всем же уже ясно, понятно. Раз он работал с братом, значит брат взял его на работу. Элвин Грей, жениха Регины Юлиашвили взял на работу. Я хочу, чтобы мужчина решал, а не я. Вот в чем Я дело. не хочу быть сильной, я хочу быть слабой. Вот в чем дело, понимаете? Получается, Регина решала вопросы. Вопросы жилья, он жил у нее. Вопросы работы, он работал у ее брата. И получается, все вот такие вот бытовые проблемы решала Регина. А она хотела быть слабой, да? Мне не получалось. Много разных факторов, которые вот привели к тому, что вот так получилось. В смысле, что получилось? Все, расстались? Ну как вы расстались? Там, блин, Ну хоть ты раскрой хоть чуть-чуть маленький кусочек нам, правда ты. А то тут говорит больше я, а ты да, утра. просто я не хочу обижать человека. А ты не обижаешь, ты же просто общими фразами скажи. Ты боишься его в офис найти, что ли? Нет, это не нравится. Или он в Казани остался? Он переехал обратно в Уфу? Ну, наверное, к этому одна вот ситуация прям сподвигла. Мы гуляли на дне рождения у его друзей. Была неприятная ситуация, когда ко мне люди подходили фоткаться, там, и общаться, да, там, мне внимание уделяли. И ему это не понравилось, и там был такой небольшой Скандал. ну, не скандал, а разговор такой неприятный, наверное, больше. И все, и на этом я поняла, что дальше никак. Ну, потому что я так не смогу жить. И все, и потом все постепенно, и мы с ним все расстались. Так сколько вы прожили, получается? Полгода же? Ну да, где-то тогда. А сейчас он тебе не звонит, не пишет? Заблокирован. Заблокирован? Значит, он названивает до сих пор, что ли? Звонил, да. Что, не хочет отпускать тебя? Не хочет. А он сейчас не узнал, что ты в Уфе? Может, даже и знает. Я надеюсь, он не будет преследовать меня. Ага. Девчонки, мальчики, все думаете, что Милюша чистоплотный, а да нифига себе. Посмотрите вон туда. И вот это каждый день так. Ни черта она не чистоплотная, прикидывается только. А все у нас убирается клининг. Поэтому каждую неделю вот приходится заказывать. Вот. Блин, еще у меня звонит ребята. Меня кутер. Тут клининг 02 мы постоянно заказываем. Они очень чисто убираются. Из-за этого Милюша всем рассказать, типа она, нифига подобного. Вон, все валяется, блин. Так что, особенно мужики, если хотите порадовать своих жен, девушек, любовниц, заказывайте. Они будут больше с вами, чем убираться будут. Еще нервы не будут трепать, блин. Когда же они убираются, они нервы трепают, блин. Там не ходи, здесь не ходи. Вот. А так хорошо, блин. Они очень вежливые. Кто может обеспечить чистоту в моем доме? Только клининг 02. Милюша, лентейка, она не может. Она же только по магазинам ходит, да, блин. Ходит, орет. Вот именно! После одна грязь. Вот видите, у нас убирается клининг 02. И я спокоен, не нервничаю, потому что там не ходи, сюда не ходи. И вот чисто дома. And I know, yeah, I know, many would like to be in my shoes. And I know, yeah, I know, with you I got nothing to lose. You don't When know. I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down, you can bring me up, 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 up. Вот у нас приехала девушка Анутина из Анголы. Да. Анутина, где вы учитесь? БГМУ, медицинский университет. А сколько вам лет? Мне 23. А как нашла эту работу? Элина в мой церковь ходил, и там я говорила с ней, я хочу работать, и она мне сказала, есть компания, которая называется Clean 02. Я сказала, я хочу вместе с собой, и я здесь. Сколько вам, если секрет, платят? Или секрет? Да, хороший. Но хватает на жизнь? Да, хватает, да. Ага. А где живете? Снимаете или в общежитие? в Прямо в БГМУ? Да, БГМУ. Ага. А когда заканчиваете учебу? И через 4 года. Вы только поступили, что ли? Да, я на второй курс. А, пока. что, нравится здесь или... Да, конечно. Не скучаете по Анголе? Конечно, я скучаю. Это очень далеко. Далеко? Да, очень далеко. А как вам здесь климат? Очень холодно. 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 Вот жарко сегодня, я сижу, потею. Жарко сегодня 30 Ну, градусов. сейчас нормально, потому что летом, но когда вот зима, вообще. Ну вот вы работаете 2 месяца, работа устраивает вас? Да. А не мешает на учебе? Нет, я просто иногда, когда у меня свободное время, я работаю. Когда нет,
Я просто... А каникулы вы туда домой поедете, нет? Нет, нет. Нет? И в 6 лет здесь будете? Да. Вы созваниваетесь одну, Да. нет? Ладно, это хорошо. Раз мы вот вместе гуляли, вместе тусовались, да, я видела, что в основном Регина все оплачивает. Я не помню такой момент. Я реально не помню. Было такое. Да? Потому что Ну, даже а Альберт оплатил счет, и Эдуард сказал, я потом тебя отправлю, и потом ты отправлял Альберту. И тогда мы поняли, что в основном счета ты оплачивал. Это правда нет? Вот, может, это наши фантазии. Бывали моменты, да, бывали. Ну, квартира твоя, машина твоя, Да. на работу устроила. Вывод. Не хочу больше так. Ага. Я попробовала, мне не понравилось. Ты, короче, попробовала содержать красивого мужчину, тебе не понравилось, и сейчас хочешь нормального мужика, самодостаточного, который хочет тебя содержать. Не то, чтобы содержать, зачем? Я могу сама себя содержать, Да. в принципе. Я, Самодостаточная. Да, я самодостаточная. Я хочу, чтобы он тоже таким же был, чтобы у него там своя работа была, какие-то там идеи, движухи всякие и так далее. Вот, а я по своему пути буду также идти, продолжать и развиваться. Вот так урок Мингюден. Интервью было со мной. Такое ощущение, что это я с Эдуардом Нет, не развелась. А не она. Видишь, с Мингюденом как было вообще? Подтверждать только на утро, да, типа. Ну, потому что я не люблю такие вещи говорить на камеру. У тебя тем более там просмотров офигенщик будет. Ты что? Ты же правду говоришь, ты же не врешь. Да, я не вру. Я говорю правду, если Жених оказался Альфонсом. Будем смотреть правде в глаза. Да, ты. Аллес мертвого батинг. Да, ты им довольна. Ты ролик там махшат бить на да, ты им. Короче, Альфонсо, все, не беспокойте меня больше. Да, все, Альфонсо больше не беспокойте, Регина. Идите лесом. Хватит уже с меня. Ага. С вами была Регина Юлякшина, которая сейчас в свободном плавании, холостая, богатая, казанская девушка, сестра знаменитого артиста Элвина Грея. Самодостаточные мужчины. Горячая. Это уже горячий, в принципе. Самодостаточные мужчины, пишите. Хочется быть пожестче, конечно. Не будет у меня такого быть. Раз не получается, мы все не будем готовы. Давай. Встречу. Да, нормально. А я за нормальным мужиком. Ой, здравствуйте. О, еще, блин, киям блогер. Это мои истории, выключай камеру. Сплетни, шум, лук, узкий круг вокруг. На нас смотрят все вокруг. Сейчас будет расследование. К нам присоединилась Нурия. У нее тоже трэш-история. У нее муж загулял со своей этой помощницей. Да, так же? Да. И это, между прочим, я тогда еще подметила, что у них с помощницей что-то есть. 3 года назад с Региной Юлякшиной поехали с ее мужем, с Нурией мужем, на тур прыгать с тарзанки. Миляуша Пай! Как дела? Я тоже боюсь, бляха-муха. Делала дома турецкий сериал, посмотрела, блядь, дура. С кастрюлей на голове танцевала бы на кухне, да? На голове танцевала, кукеша турецкий сериал. Зачем мне это надо? Ну, честно говоря, это без опыта. Я не смогу прыгать, я не смогу. Вот смотрите, пример берите. Стоит, не боится. Стоит, все снимает спокойно. Это у нее шок, просто у нее шок. Это ужас был. Это просто ужас. Просто ужас. Это просто ужас. Ага, Мы на земле, все хорошо. Молодец, Это кошмар был. Это кошмар был, Дустар. Это просто кошмар был. Saklab özümde aranı, tırnak küngülde yaranı, günde hayalda paramı. И мы тогда с Региной впервые познакомились и начали дружить.
И вот тогда я еще подметила, что Нури муж, имена говорить не будем, ладно, что у них какие-то отношения. Я говорю, вы постоянно вместе? Спросила. Они говорят, да, мы постоянно вместе, потому что вместе, говорит, работаем. А я еще узнала, что она в разводе. Я говорю, вот когда вот так вот вместе работает, столько времени вместе проводят мужчины на работе с женщинами, коллегами, они потом сходятся. Это... Да, это везде так, везде. Ну, смотрите, говорю. Я до сих пор помню этот момент, я вот так и твоему мужу сказала. Я говорю, смотри, я говорю, у вас может там что-то завязаться, или может быть уже завязалось. Ау, что за тачка? Ты что с моим мужем заигрываешь, коза драная? Все, я... Давай езжай отсюда, колхозница. С моим мужем заигрывает. Колхозница, да? Колхозница, коза драная. Все в зеркале видела, она нет? Все, можете выходить, чтобы она... Да? Все, да? Все, девушка, мы приехали, можете выходить. Спасибо большое. Оплата по карте. И когда я узнала, что он ушел к своей помощнице, я тогда подумала, блин, все так и произошло. Представляете, друзья? А Вот ты до такие этого вот- знала Нурию? Нет, я тогда Нурию не знала. Айгуль делали кератин? Это Сахя? Келиндаш Да, моя. да, да. И потом тебе делали кератин. А мне кератин делали разве? Да, приходила ко мне, я потом видео тебе покажу. Да, нифига себе. Мы с Нурией тоже, оказывается, были знакомы. Оказывается, тетя. Ну, и я как бы начала подозревать. Подозревать? Как Да. начала подозревать? Ночью гуляет, то есть домой не приходит. Ага. 2, 3, 4 часа ночи может прийти домой. Постоянно в сторисах, вот они вместе сидят, вместе гуляют. Ты, короче, по сторисам поняла. В каком веке мы живем, друзья? По Ничего сторисам не можно скроешь. понять. Ничего Ничего не не скроешь. Вот смотрите, если вы внимательный человек, следите за сторисами внимательно, вы уже можете понять, что тут что-то нечисто. Вот, ну, я по сторисам это поняла. Ну и отношение ко мне уже поменялось. Да? Да. Подай это, сходи туда. Там, ну, то есть я постоянно с детьми сидела. Его попросить нельзя было посидеть с детьми. Вот. Он, ну, гулял, короче. Ну, я помню, ты Важно было говорила, писать. что ты, когда ему сказала, типа, ты загулял там с кем-то, он же говорил нет. Нет, он сказал нет. Я говорю, вы вместе, я говорю, что ли? Он говорит, нет. Он, значит, короче, хотел на 2 семьи жить, получается. Я не знаю, что он хотел. А он женился на ней? Да. Официально? У них ребенок родился. Ребенок родился уже, что ли? Офигеть, бляха-муха. И когда Нурия сказала, что он не платит алименты, ну, платит там время от времени и очень маленькую сумму, мы тут смотрели сторис буквально недавно его жены нынешней и увидели, что они там купили квартиру. А Нурия не знала. Мы вот только что сейчас сплетничали, сидели, и Нурия сказали, как он может не платить алименты, когда он купил квартиру? Говорит, что у него долги, куча долгов. А я должна понимать его и не просить у него денег. Войти в положение. А что ты официально не подашь на алименты? Опять елейма, как Редина. Да говорит, мужиктар елеп халевды бітәлі. Жалела. Я его жалела. Вот, жесть. Мы вот все бабы дуры. Мы вечно мужиков жалеем, а мужики нас не жалеют. Белеп қойғат шуны. Я ему писала весной по поводу алиментов. Подам на алименты. Ну, как бы официально. Он такой, а ты не думаешь, что типа, в старости я потом детей могу это запросить? Алименты. Прикинь, да? Угрожаю, короля. А что это имя прямо? Да. Уркута. А ты что сказала? Ну, как бы немножко И это... ты испугалась, да? Ну, типа того. Но пока я еще не подала. Виталий, не бойся. Подавай официально, пускай все будет официально. Не надо. Как ты вообще развод пережила? Предательство? Ну, поначалу было тяжело. Ушла вот в этот период в работу. Постоянно работала, много клиентов было. Короче, в Потом- работу надо уходить. Ну, как бы да, наверное. Еще же дети. Как бы совсем унывать ты чё? Азамат Наильма может не кувыркаться тебя там, например. Постыдно. Сволочь второго. Это редко вообще, редко. Достойный мужик там дала. Я вот сейчас думаю, что мне сейчас одной как будто проще намного. Мне тоже. Вообще так хорошо. Да. Никто ничего не требует, никому ничего не надо. Да. Мозги никто не делает. Мозги никто не делает. Чё, куда пошла, где была, чё это, то, все. Вот Алаша, мне вообще так не говорит никогда. Вот я же говорю, хочу такого. Я могу с молодыми парнями уехать куда-нибудь, да, на съемки. Вот 2 дня буду ходить, и он мне даже ни разу не позвонит. Может, мне надо и киешки, элеме кести в гостинице, ловите. Кто знает? Допустим, Азамат Наильма может мне кувыркаться тебя там, например. Постыдно. А он вообще даже звонить не будет. Доверие. Да, Ну, я тоже, да, я тоже вот, у меня тоже доверие к нему. Вот он мой
друг, бля. Вот шундай киши керек кылды. Вот с ним можно долго прожить. А любовь, она пришла, ушла, бляха-муха. Она на маленькое такое мгновение приходит, эта любовь. Да. А потом же надо строить быт, растить детей, строить бизнес, совместное будущее. Вот тогда нужен уже партнер по жизни. Партнер. А любовь уже все нахрен, улетучилась, нету ее. Поэтому изначально уже надо такого человека рассматривать. Ты сможешь с ним вот до конца жизни, как вот за каменной стеной, он сможет тебе другом быть? Сможет он тебя поддерживать, помогать? Вот такого человека надо рассматривать. Где его найти? Можно найти, да. Просто видите, мы же, дурочки женщины, мы же сразу какой-то лох ем, блядь, эй, какой-то аудна низкий, и какой-то кекры-бекры, вот мы же так, блядь. Нет, ты снимай сейчас. Да, ты же умеешь снимать, ты же у Максименко обучение брала. Ты же реально? Нурия, я, короче, не подумала о тебе, прости. Я тебе в следующий раз подарю. Да ты не знала, что я буду. Я не хотела, блин. Ты достал, блин, это не стоит. Я для тебя, это для тебя. Это я тебе, если будет не по размеру, я тебе другой размер привезу в другой раз, значит. А подарочки я люблю. Да, Гимбетинде ездишь на красной машине. Да. И ты автобизя. Да. Не автоледи. Автоледи, не надо называть автоледи. Без башкорта должны называть автобизя. И вот у меня именной толстовка автобизя. Мама. Классно, да, идем сразу? И красной машина. Идеально подходит. Под красную машину красная толстовка с надписью автобизя. Потому что Регина Хадербедек автобизя. Смотрите, как классно. Я люблю красный цвет. Я тоже. Делай там, когда тут Ой, Рахмет. Прикольно. Вообще, Классно. Хадербед автобизялер. Кыздар, давай тормозить өрме, мне тоже рульга отырған. Это такая свобода, Маша. От мужиков не зависит. Согласна. Феминистические движения организовываем. Еще утрах бір-екі сағат мы вообще партия асава, феминистический. И вот, Нурия, әйе, поверни на себя камеру, скажи, әйе. Әйе. Шулай шел. Всех мужиков обосрали с ног до головы. Нам надо лозунг придумать. Всех мужиков нахрен. И такой Альберт смотрит сторис, такой, я не понял. Утырдык, ашап туйдык. Рилс төшердік. Рилс төшердік. Оцените наш рилс. Да. Кстати, короче, Дуфтар, за самый интересный, смешной комментарий Мингель, прошу людей оставить интересные комментарии. Эгер интересный комментарий бит курхак, бит у кишига обязательно буляк итасак. На этот раз буляк будет от Регины. Я так и думала. А чё? А что мне дарить, я не знаю. Давайте я вам футболку подарила. Иди нафиг, блин, хитрушка, целый склад футболка. А что мне еще футболка, дарить? Ну не знаю, что-нибудь другое, билет на концерт Элвина Грея. А что? Пользуясь А, случаем, ну видите? ладно, Я ладно, главное ладно, попрошу. хорошо. Вот если бы не я и Маша. Два билета вам дам. Какой два? А Три. сколько? Три. Ладно, три. На Вот. одного человека или Нет, Троим, да? По одному билету, троим. Вот вы все обзываете меня главной попрошайкой Республики Башкортостан. А между прочим, меня файда. Меня всегда скидкалар выпрашивают там. Билеттар бушка выпрашивают там. И всегда булеттар выпрашивают там. Всегда, между прочим. Так что вы с уважением должны говорить, что этот великая попрошайка, а не как оскорбление, как упрек. Наоборот, это ты еще говорит, ой, Милюша, молодец, ты наша главная попрошайка, для нас старайся. Видите, вот она не хотела давать вам 3 билета. Она хотела бы какой-то футболку дать, которой у нее целый склад. А вдруг они хотят футболку? Ну давай еще 3 футболки. Блин, что я сказала, да? Тянется язык китайки. Так что, друзья, 6 интересным, смешным комментаторам будет 3 билета по одному билету. И еще плюс, более-менее таким смешным, мы подарим по одному. Мы тебя такая была, ладно, мы, потому что я вообще-то выпросила 3 футболки. Так что пишите, друзья, под нашим рилсом комментарии. Понятно? Да. Уже под нашим был какой-то. Был вообще... Это вообще мой рилс. Да, это она вообще-то предложила. Говорит, давай снимем. Да потому что я с ней замучилась. Куда меня гудерн я таптырдым. Сколько режиссировала. Она оператор Нурияна. Курат Нурияна ахыр, блин. Төшіріп қалай бітті Нурияна. Нурия көпке төшірді. Сколько моей труда. А был типа менің рилс деген была. Ни хрена подобного. Это общий уже рилс. И все уже. Все понятно? Да. И вообще нам плати за работу. Нурия, да, оплачивай нашу еду хотя бы.
Здрасте, я пришла. Когда вы все домыли, я пришла. Ух, Юля, ты что, маленькой щеточкой теешь, что ли? Да, так лучше. Господи, посмотрите, какая маленькая щеточка. Покажи-ка, Юль. Вот этой щеточкой маленькая Юля моет баню. А мы с вами не познакомились. Анаутина. Анаутина? Тина, Анаутина. А? Анаутина. А, какое прикольное имя. Анаутина. Миляуша. Тоже не выговорите, наверное. Мы друг друга имена не можем выговорить. Че, Юль, баня грязная была? Нет, Блин. отличная. Блин, я же вижу, какая черная бляха-муха. Я же вижу, какая вода грязная. Я сейчас Ты ничего не видела? Ты еще грязь не видела, да? Ой, друзья, как вкусно пахнет. Какая чистота, порядок. красивое, знаешь, где? Где? Там же было у тебя это. Блин, что вы там внутри тоже помыли, что ли? Почистили, конечно. Это обязательно? Да? Конечно. Даже печку чистят, прикиньте, друзья. Даже печку внутри почистили. Дровяник почистили. Даже, прикиньте, я в тот раз еще удивилась, они даже каждую дровишку, да, протерли. Представляете, ма? Какая чистота и порядок. Прямо душа радуется. Прямо такой запах дерева стоит. Как будто баня вот только что построена. Нифига себе! Вы даже там полы щеткой, что ли, помыли? Да. И печку тоже. И ведро тебе. Ох, Юлька, спасибо. Конечно, там же все пылесосим всегда. Киньте каждый камушек, блин, все почистили. Ох, Юля, так чисто, блин. Я так прямо не люблю, когда баня грязная. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Спасибо. Анаутина, у нас самое вкусное мясо. У вас в Америке... А нет, Анаутина, ты откуда? Африка. А? В Африка. В Африке? Да. Фига себе, в Африке. У вас в Африке такого мяса вкусного нету. Потому что у нас, видите, какая зеленая красивая трава. У нас луга, у нас кушают коровы самые вкусные зеленую траву. Пьют из горных рек воду. У нас горные реки Бармалево. Из озер пьют воду. Ну ладно, неважно, откуда пьют воду, но у нас самое вкусное мясо. Сейчас попробуешь наше мясо. Ах, меня басы, блин. Ой, моя плита, ёпа мать. Юлька, прости. Это все, блин, то, что я хвалилась, бляха-муха. Ёпрасоте, блин. Ну так вот, у нас самое вкусное мясо. Такое мясо у вас нету там вообще. Анаутина, а вы мясо кушаете? Мясо кушаете? Да, кушаем. Говядину кушаете? Да. Да? А суп лапша? Курицу с говядиной варим, потом ложим вот такую вот картошку, да. Вот такая лапша. Мы это сами режем. Это как Вручную. макароны? Да, типа макароны. И это мы ложим вот сюда в бульон. У вас такое делает? Нет. Нет, почему? У нас по-другому суп. Да, а какой у вас суп? Вот фасоли суп. Фасоль? Да. А. Картофель тоже, но у нас надо поставить в микс. И потом пюре. Да. Суп и пюре, да? А ты такое еще не пробовала, да? Пробовала? Просто этот, какое имя? Есть суп, который красный. Красный борщ. Борщ, да, борщ. Да. И как борщ тебе? Нормально. Нормально, Да. пойдет, да? Да. Зимний салат сегодня пробовала мой? Нет, Не успели. Иди неси, Юля, зимний салат. Вон мои галоши, одень. Я же зимний салат специально приготовила, целый этот кастрюль. Сейчас попробуешь наш знаменитый оливье. Сейчас Анаутина мы накормим суп лапшой. Оливье. Пирог из капусты она уже оценила. Представляете, какая на вас ответственность лежит? То, Да. что если Я представляю Республику Башкортостан. если сейчас ей ваша еда не понравится, она будет всем говорить, что российская еда невкусная. Только пускай попробует, так сказать, мы ее отсюда не выпустим. Такая ответственность на вас за Да. всю российскую кухню. Я не боюсь, я вкусно готовлю. Сейчас принесу нормальный суп лапшу. Дорогие друзья, перед вами представитель российской кухни, и она выходит на ринг, готовит свою знаменитую суп-лапшу. А вы думали, что вы будете когда-нибудь представлять российскую кухню на международном уровне? Нет, конечно. Вот у меня. Анаутина, ради тебя свежую лапшу положу. Мой суп сварить не успелся, свет выключился, и не в баше. Вы
ты нарочно, бляха-муха, так. Делают, чтобы я не сварила суп свой. Как я сварила? О, все. Слава богу, я то испугалась вообще капец. Сейчас, такой супчик. Наварим мясо побольше. Мясо положу, чтобы все съели. Мне только чуть-чуть совсем, правда, но не влезет. Ну для кого я варила? А сколько раз в год ездите домой, Аналтина? Ни разу В смысле, 2 года учишься и ни разу дома не было? Как так? Почему? Дорого. Очень-очень дорого. Блин. Давай, Аналтина. Вот. Смотри, тебе горячий. Ты горячий не ела сегодня. Вкусно? Да. Аналтина такая, блин, какую-то бурду можно приготовить. Еще супом назвать. Еще и заставляет говорить, что вкусно. Да, еще заставляет говорить, что вкусно. Че, как на вкус? Давай, по чесноку. По-честному. Очень вкусно. Ай, врешь. Скажи честно. Честно. Честно? Да. Я же говорю это потому, что из настоящего башкирского мяса. Из-за этого вкусный бульон получается. И мы еще супы варим из разных сортов мяса. Можем добавить говядину, курицу, гуся можем добавить. Еще даже коня. Кстати, вы коня едите? Почему? Жирафов они едят. Жирафа? Там есть, но никогда не видела. Да? Нет. Деревенские яйца дам. Масло деревенское кушаете? А сметану деревенскую? А творог деревенский? А этот... ладно. Вот я тебе гостиницу собрала. Это все деревенское. А сметану много не кушай, а то скорую будешь вызывать. Контейнер обратно принеси, Аналтина, в следующий раз. Хорошо. А то у меня уносят все, да, с едой, и потом контейнер меня обратно не возвращают. Пирог не надо, Аналтина, пирог? Надо, спасибо. А, пирог, значит, не понравился. Вообще какая-то ненормальная семейка этого Вейтер. Прикиньте, в одну сторону и полететь 120 тысяч стоит. До дома. 120 тысяч? Честно-причестно скажи, ладно? Хорошо. Ты ни разу не пробовала оливье? Нет. Ты сколько здесь учишься? 2 года. Ты 2 года оливье ни разу не пробовала? Нет. Никто не угощал. Вот сейчас будет дегустация. Только честно надо говорить, честно. Вкус? На что похоже? Честно. На что похоже? На салат. Нормально? Нет, правда нравится? Скажи. Честно, скажи-ка честно. Честно. Нравится? Да. Просто никто, как я, не готовит. Если бы кто-нибудь другой приготовил бы, и ты попробовала, ты бы сказала, так себе не очень. Это правда, потому что я повар профессиональный, и я очень вкусно готовлю. Скажи, Юля. Да. Да. Безумно вкусно. Да. А мед пробовала башкирский? Да. Да? Нравится? Да. У меня мед остался, интересно. У меня мед закончился. Запасы меда башкирской домохозяйки исчерпаны. Я всем раздарила, которые запас на год набрала меда, да, представляете? И за 3 месяца я всем раздарила мед. По 3-литровой банке. Все, и самой меда не осталось. Вот остатки моего меда. Так что, прости, Аналтина, мед тебе нету. Нормально, спасибо. Варенье у вас не делают? У вас ягоды есть? Нету? Нет, Блин. Ты попробовала вот это варенье? Да, я уже попробовала. А вот это Вот малина? это тоже малина, тоже. Да. Мгм. Понравилась малина? Да. Точно? Да. Сейчас я тебе малину дам. Ты будешь кушать малиновое варенье, если я тебе дам? Уже много, спасибо. Вот так я тебе целую это дам, ладно? Это много! Ну ладно, у вас же девочки в курсе. Вот это все тут натуральный продукт. Без химии, без ГМО, без ничего. Настоящая башкирская деревенская продукция. Такой не найдешь в Уфе. Ну так ты найдешь, да. Но как у нее не найдешь. Да. Да, конечно. Очень добрая. Не, я так-то злая. Спасибо вам большое. Пожалуйста, тебе спасибо, Аналтина. Приходи еще. Приходи еще такая. Работать надо. Кто не работает, тот не ест. Понятно? Давай, пока. Ну, молодец, видишь, подработку нашла.